Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. На днях в Республиканском медиацентре прошел круглый стол, посвященный вопросам защиты и профилактики киберпреступлений. Каждый или почти каждый из нас сталкивался с попыткой мошенничества в сети. Как уберечь себя и своих близких, мы обсудим сегодня с руководителем отдела информационной безопасности Министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Сергеем Лыткиным. Сергей Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте, Иван. О тех или иных случаях, когда якутяне становятся жертвами кибермошенничества, мы регулярно читаем в средствах массовой информации. Можно ли говорить о том, что кибермошенников за время пандемии стало больше? Да, действительно это так. С началом пандемии, с переходом большинства организаций на удаленную работу, кибермошенников становится все больше. Атакам подвергаются в основном это физические лица, либо же организации сами. Основная цель — это, конечно же, получение денег. И мошенникам в основном это получается. То есть они достигают своей цели. А с чем связана такая ситуация? Это вот люди стали доверчивее или все-таки мошенники стали изобретательнее? Не то чтобы стали доверчивее, да, все равно найдутся те, которые по воле случая, либо по незнанию нажмут на ссылку. Например, вот придет ссылка на ваш телефон, да, и получается вы не просто так вот нажали на него, перешли, и вы попали уже на удочку кибермошенников. Либо же вы вам позвонят, представятся сотрудниками банка, и вы тоже попались на эту удочку, вы доверились им, а на самом деле с ваших карточек сняли все деньги. Но, к сожалению, таких случаев у нас в республике очень много, и это подтверждается в новостях очень много бывает. А если говорить о среднестатистической жертве мошенников, кто это? И можно ли утверждать, что в основном это люди, к сожалению, пожилого возраста? Тут уже надо смотреть. Смотрите, современные дети, они очень приспособлены к компьютерной технике, к телефонам, они быстро адаптируются, они больше работают с ними. И когда приходит неизвестная ссылка, они больше посмотрят, чем пожилые люди. Пожилые люди, они имеют, конечно, все телефоны, но при этом они используют его чаще всего для WhatsApp, для переписки, для звонков. А когда им приходит ссылка, они могут просто нажать его и попасться на эту удочку. Старая добрая схема — это получается подбор паролей, да, тоже самая распространенная. С помощью подбора паролей могут злоумышленники войти в ваш аккаунт, потом через ваш аккаунт направить всем вашим знакомым призыв о помощи, что у вас получается какая-то трудная жизненная ситуация, и ваши друзья уже начинают вам, не вам уже, а злоумышленнику деньги отправлять. И могут такой случай тоже может быть. Уже неоднократно мы давали нашим телезрителям советы, как не попасться на эту удочку, но давайте еще раз напомним, как защитить себя, своих близких от кибермошенников. Какие основные правила нужно знать? Если простыми словами сказать, то прежде всего внимательны. Никто вам по доброте душевной вам не даст бесплатно, либо никаких наследств, выплаты, ничего не даст. Нужно прежде всего в повседневной жизни использовать лицензионное программное обеспечение, эффективные антивирусные средства защиты должны быть, и своевременно обновлять ваши программное обеспечение. При этом важные данные рекомендуется хранить на флешках, на жестких дисках. При этом у вас всегда с собой будут ваши данные на надежном месте. Это как касается именно при шифровании данных. При этом необходимо также использовать двухфакторную аутентификацию. Когда вы привязываете ваш аккаунт почтовый, либо социальной сети именно к вашему номеру телефона. Когда вы теряете, либо ваши мошенники ваш аккаунт уводят, то восстановление быстрее проходит в таких случаях. Но при этом необходимо все равно пароли защищать. То есть ваши пароли не должны быть простыми. 1, 2, 3 или 3, 4, 5. Они должны быть трудно запоминающимися. И так как не должны быть одинаковые пароли во всех аккаунтах ваших. Вы один пароль ввели, а в другом месте уже другой пароль должен быть.
А также вы осторожности вот относитесь к письмам, которые приходят к вам извне. Если вы нашли вот письмо с вложением, сразу не открывайте, проверяйте антивирусными программами, а также смотрите вот вложения, они какие, вот либо архив там, либо же там какой-то PDF-файл и так далее. Вот необходимо тщательно смотреть, и либо, если ненадежный у вас источник, то лучше вообще не открывать этот файл. Необходимо проверять, перепроверять даже. Ну, в настоящее время вот получается как, если вы все-таки попались, да, вот на удочку, то необходимо обратиться с заявлением в адрес МВД. Они проведут организационные разыскные мероприятия, и ну, это не 100% не гарантирует, что они поймают их, но при этом есть шансы, что если IP-адрес известен, то они могут их найти. В последнее время доступ к высокоскоростному интернету есть практически у каждого жителя нашей республики. И в связи со сложившейся ситуацией, что долгое время магазины были закрыты в связи с пандемией коронавируса, стали очень популярны услуги интернет-магазинов. И здесь люди тоже очень часто сталкиваются с мошенничеством. На что обратить внимание, чтобы не попасться на уловки мошенников именно в этой ситуации с покупкой в интернет-магазине? Ну, как я сказал, да, вот нужно быть все-таки бдительнее, внимательным, не покупаться на цены, которые дешевле рыночных. Смотрите, вот, как правило, ловушки бывают, вот, минимальную цену ставят и говорят, вот, доставка, типа оплата онлайн и так далее. Но будьте предельно внимательны при вводе учетных данных на сайтах и во время работы с онлайн-платежами, при переходе по ссылкам, по незнакомым подозрительным ресурсам. Особенно, когда браузер предупреждает, что опасная ссылка, вам необходимо там не заходить, не загружать файлы. Также работайте уже с проверенными сайтами, магазинами. Узнавайте, кто из знакомых ваших уже там покупали. Лучший метод, это, конечно же, это обсуждение. Читайте на форумах, обсуждайте, там, задавайте вопросы. Может, знакомые знакомых покупали там. И в этих случаях уже можно довериться этим магазинам. Если говорить в целом, какую работу министерство проводит в рамках защиты информации, учитывая тот факт, что с начала пандемии практически все органы государственной власти перешли на удаленный дистанционный режим работы? Министерство у нас организует обеспечение информационной безопасности в целом, по технической защите информации, государственных информационных ресурсов. Мы собираем, проводим, анализируем, контролируем принятые меры по защите в органах власти. Ну, возможные нарушения, может быть, даже норм безопасности. Но основная наша ответственность — это мероприятия, которые мы вырабатываем, направлены на обеспечение безопасности информации в государственных информационных системах и информационных системах персональных данных, именно органов власти. Мы в этом году вот создали защищенный контур Центра обработки данных, а также защищенный контур информационной сети Саха-Информ-сеть, полностью соответствующим требованиям СТЭК и ФСБ России. Это наши регуляторы. И вот в сентябре месяце мы прошли проверку, и получается, мы положительную оценку получили от них, и что доказывает, что у нас защита создана в соответствии со всеми требованиями. Ежедневно вот находится 250 тысяч таких событий, которые можно считать вот атаками. Уже, получается, функционирует специализированное подразделение, которое выполняет при необходимости разбор этих инцидентов, которые вот подвергаются атакам, и принятие мер по недопущению в дальнейшем таких инцидентов. Помимо указанного, министерством ведется постоянная планомерная разъяснительная работа с населением. Запущен вот цикл мероприятий профилактика киберпреступлений, в рамках которого вот создаются тематические видеоролики. Мы в прошлом году выпустили 5 видеороликов, а также создан тематический сайт Инфобез Саха.gov.ru, на котором вы можете найти информацию о методах и противодействиях киберпреступлениям, советы по недопущению мошеннических действий. До конца года должны обсудить вопросы, связанные с защитой детей от неправомерной информации. На самом деле в школах уже ведутся работы по безопасной этике в сети. Например, у меня вот дочь учится в сахакорейской школе, и на уроках ОБЖ уже объясняют, как правильно вести себя в интернете, куда не нужно заходить, с кем не нужно общаться. Сергей Николаевич, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего доброго.
Вам спасибо. Ага, до свидания. Это была программа «Актуальное интервью». Как уберечь себя и своих близких от кибермошенников, мы говорили сегодня с руководителем отдела информационной безопасности Министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий нашей республики Сергеем Лыткиным. Берегите себя, обязательно носите маски, дезинфицируйте руки и соблюдайте дистанцию в общественных местах. До встречи в эфире.